Зачатие новой жизни – это всегда тайна. Но кое-что современной науке все же удалось узнать. О том, как происходит одно из самых важных и таинственных событий в жизни женщины, нам расскажет врач-акушер-гинеколог Центра иммунологии и репродукции Геворкова Елена Валерьевна. Елена Валерьевна, расскажите, как же происходит само зачатие? Яйцеклетка и сперматозоид встречаются в маточной трубе, в ее наиболее широкой части. После проникновения единственного сперматозоида в яйцеклетку образуется зигота. Это первая клетка зародыша. Зигота продвигается по маточной трубе в сторону тела матки. Этот путь занимает около 5 дней. По пути следования зигота встречает преграды в виде слизистых, но тем не менее, достигая эндометрии, она уже размножается, делится на определенное количество клеток, и достигая эндометрия, наружные клетки зародыша уже способны вырабатывать гормон ХГЧ. Если оплодотворение происходит по пути следования, то есть в маточной трубе, то такая беременность называется трубная. Это один из вариантов внематочной беременности. При имплантации оплодотворенной яйцеклетки, то есть зародыша в эндометрии, происходит его внедрение в слизистую, и иногда эта слизистая может разрушаться, давая эффект мажущих кровянистых выделений. Уровень ХГЧ можно определить в организме беременной женщины уже через 10 дней после оплодотворения по анализу крови и через 14 дней после оплодотворения по анализу мочи. А происходят ли какие-то изменения в организме женщины? Чувствует ли она их? В период оплодотворения и имплантации гормональные изменения в организме женщины столь незначительны, что она ничего не ощущает. Очень часто от женщин можно услышать: у меня кровянистые выделения через 7-10 дней после овуляции. Действительно, имплантация зародыша может сопровождаться подобными выделениями, но эти выделения не обильны, они розового цвета или коричневого цвета, и они не должны продолжаться достаточно долгое количество времени. Это несколько часов или несколько дней. Это так называемое имплантационное кровотечение, совершенно безопасно для течения беременности и не требует никаких медикаментозных назначений. А какие еще первые признаки беременности? Самым достоверным признаком наступления беременности, безусловно, является задержка менструации. Другие ранние симптомы беременности появляются примерно с 5-й недели беременности. Это утренняя тошнота, это рвота, изменение пристрастий вкусовых вплоть до полного отсутствия аппетита или повышенной тяги к каким-то необычным продуктам. Изменение эмоциональное, повышение настроения или наоборот плаксивость, слезливость. К другим ранним признакам беременности можно отнести учащенное мочеиспускание, нарушение сна, иногда тянущие боли внизу живота. Из фильмов и анекдотов мы все знаем, что один из самых верных признаков беременности – это регулярная тошнота по утрам и потянула на солененькое. Ну а если таких особенностей женщина не наблюдает, но ей важно знать, наступила ли ее беременность, на что следует обратить внимание? Как об этом узнать? А как определить беременность на ранних сроках? Можно сдать анализ крови на ХГЧ через 10 дней после полового акта, либо воспользоваться тестами на беременность. УЗИ делать еще рано, поскольку УЗИ имеет смысл делать только через 10 дней после задержки менструации. А когда можно провести тест? Тест лучше использовать утром, поскольку в это время концентрация ХГЧ максимальна. Сейчас в аптеке такое количество тестов, какой выбрать? Существует 3 основных вида тестов. Это тест полоски, планшетный и струйный. Вы можете выбрать любой, который вам понравится. Самый распространенный вид тестов – тест полоска. Этот тест представляет собой пропитанную реагентом полоску на пластиковой подложке. Нужно опустить полоску в мочу на 10 секунд и оценить полученный результат через 3-5 минут, но не позднее 10 минут. Если вы увидите только одну полоску, результат отрицательный. Появление этой контрольной полоски означает, что тест исправен, но вы не беременны. А если рядом появится вторая четкая полоска с ровными краями, от розового до красного цвета, то тест положительный. Обратите внимание, что контрольная полоска появится ближе к месту, где вы держите тест рукой, а тестовая полоска будет на расстоянии 4-5 мм от нее. На планшетном тесте, благодаря специальной конструкции, невозможно случайно нарушить методику тестирования, что дает дополнительную гарантию точности результата. На поверхности планшета есть 2 окошка, мочу наносит в одну из них одноразовой пипеткой, а во втором окошке появляется результат.
В упаковке для удобства проведения теста находится и пипетка, и специальная емкость для сбора мочи. А могут быть ложные результаты теста? Главное строго соблюдать инструкцию, но результаты действительно могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными. Ложноположительные могут быть при трофобластической болезни, при использовании ХГЧ содержащих препаратов, после аборта. А ложноотрицательные могут быть при артериальной гипертензии, при почечной патологии, при употреблении большого количества жидкости перед тестированием. А если есть сомнения в результате, когда можно повторить тестирование? Тест можно повторить через 2 дня, потому что концентрация ХГЧ увеличивается каждые 48 часов. Понятно. А нужны ли дополнительные обследования? Если тест показал положительный результат, то через 10 дней после задержки нужно сделать ультразвуковое исследование для подтверждения маточной беременности и обратиться к врачу. А если беременность подтверждается, когда будущей маме надо вставать на учет и какие рекомендации ей нужно дать? Постановка на учет необходима с самых ранних сроков беременности, поскольку это позволит снизить риски осложнений последующего течения беременности. При наступлении беременности важно рационально скорректировать образ жизни, уделять достаточное количество времени сну, не меньше 8 часов в день, избегать выраженной физической нагрузки, снизить количество стрессорных ситуаций. А может быть, стоит попить какие-то препараты? Самыми частыми препаратами, рекомендованными на ранних сроках беременности, являются препараты фолиевой кислоты и йода, но их назначение должно быть строго индивидуальным и только после консультации врача. Строго противопоказаны антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты. Ну и последний вопрос. Можно ли продолжать половую жизнь на ранних сроках? Возможность половой жизни, ровно как и дальних поездок или занятий спортом, не исключается во время беременности, но определяется в каждом случае по согласованию с врачом. Так, первые недели беременности никак не проявляются в жизни будущей мамы. Она продолжает вести свой обычный образ жизни и только после первых дней задержки менструации понимает, что чего-то не хватает. А тем временем в ее организме происходят удивительные перемены по формированию малыша. Но это уже совершенно другая история, в которой мама отправляется в долгий путь вынашивания ребенка.